2024 году в диспансеризацию вошло обследование репродуктивного здоровья. Почему это сделано? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Это репродуктолог, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Республиканского медико-генетического центра, кандидат медицинских наук Альфия Сугурова. Альфия Атлешевна, здравствуйте. Альфия Атлешевна, вот первый вопрос, он может быть немного очевидный для вас, но для наших телезрителей это, наверное, не так актуально, может быть, не так очевидно. Почему именно обследование репродуктивного здоровья сейчас включили в диспансеризацию? Вы знаете, на самом деле для нас, да, это очевидно, потому что тема дисфункции репродуктивного здоровья на сегодняшний день очень актуальна. С 2024 года в диспансеризацию включено обследование женщин и мужчин для оценки репродуктивного здоровья. И по данным ФОМС в этом году около 6 миллионов россиян смогут пройти это обследование бесплатно для населения, то есть за счет средств ФМС. По данным Росстата, на сегодняшний день в России доля супружеских пар занимает от 17 до 24%. В каждом регионе по-разному, но в Республике Башкортостан, к примеру, этот процент составляет около 17%. И по данным Всемирной организации здравоохранения это считается критическим уровнем. Поэтому имеет место быть обследование, включая не только мужчин, но и женщин. Вот теперь я, конечно, верю в нашу медицину, я верю в наших медиков, но тем не менее, да, немного перестраховываюсь, потому что мое здоровье для меня номер один. Вот при обследовании репродуктивного здоровья на что нужно обратить внимание, на какие показатели? Может быть, я сдам анализы, но не приду посмотреть на их результат. Вот на что нужно обратить внимание как мужчинам, так и женщинам? Я, наверное, начну с того, что включено в диспансеризацию на сегодняшний день. Оно состоит из двух этапов. Первый этап диспансеризации включается лабораторное и инструментальное обследование, по которому врач может поставить предварительный диагноз и уже исключить его или подтвердить, возможно, при дальнейшем дообследовании. На первом этапе обследование включает в себя осмотр, если это касается женщины, это осмотр врачом-акушером-гинекологом, ультразвуковое исследование молочных желез, органов малого таза, микроскопическое исследование влагалищных мазков, цитологическое исследование мазков с шейки матки, цервикального канала. Все это нужно для диагностики предраковых заболеваний, рака шейки матки. Если это касается мужчины, то осмотр врачом-урологом. Если такового нет в поликлиниках, то осмотр проводит врач-хирург, который прошел обучение по обследованию репродуктивного здоровья мужчины. У женщин в возрасте 18-29 лет проводят обследование включены в этом году обследования на инфекции, передаваемые половым путем. Второй этап диспансеризации включает в себя обследование женщин в возрасте 30-49 лет, который также включает в себя обследование, ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез, также цитологические исследования. Сюда же включены опять исследования на инфекции, передаваемые половым путем. Если это касается мужчины, то сюда включена спермограмма, которая является одним из информативных методов диагностики семенной жидкости у мужчины, где можно посмотреть не только количество, но и качество сперматозоидов и так далее. Вот, поэтому это вот включены основные исследования, которые как раз покажут, на что нужно обратить внимание. А гормональная картина? У каждого же человека есть гормональный фон, то есть это и антимюллеров гормоны и так далее. Вот как с этим быть? А вы знаете, а дальше уже при необходимости вот это базовое исследование, которое включено в диспансеризацию, они уже могут быть дополнены. Это уже, естественно, после того, как женщина или мужчина прошли диспансеризацию и получили результаты исследований, они идут на повторный прием к акушер-гинекологу, или если это мужчина, то это врач-уролог. Назначается уже дополнительное обследование. Да, если это касается, например, преждевременного истощения запас яичников, то, конечно, назначается уже дообследование на гормональный профиль. Альфия Атлешевна, расскажите, вот сейчас, поправьте, если я не права, именно вот проблемы репродуктивного здоровья как раз-таки вот протекают эти болезни из этой сферы, болезни, отклонения, как правило, бессимптомно?
К сожалению, да, если основная масса супружеских пар и мужчина и женщина часто себя считают здоровыми, потому что их ничего не беспокоит. И уже обращаются за помощью, когда есть какие-то жалобы или клинические проявления. Поэтому вот это профилактический этот осмотр, диспансеризация и регулярная, причем как раз помогут выявить патологические состояния, какие-то заболевания на этапе, когда они себя еще не проявляют. Диспансеризация, как вы думаете, решит вопрос бесплодия? Конечно, не думаю, а точно знаю, потому что, видя на сегодняшний день, что к нам обращаются женщины, когда уже есть проявление, и в основном это женщины уже с выставленным диагнозом бесплодия, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы с помощью вот этого профилактического осмотра и женщины, и мужчины знали о своих проблемах на этапе их формирования, когда уже мы можем на них повлиять и успешно их пролечить, чтобы они потом уже не углублялись и не приходили с длительным стажем бесплодия, с длительным течением вот этих хронических заболеваний, потому что если дело касается бесплодия, чем раньше мы узнаем об этом диагнозе, тем легче и быстрее мы сможем помочь женщине получить долгожданную беременность, чем если эта женщина уже имеет длительный стаж, не женщина, и супружеская пара имеет длительный стаж бесплодия, когда помочь уже бывает сложнее. Альфия Атлишевна, если вот сказать о том, что молодые, у них практически нет с этим проблем. Нет, абсолютно нет. Вообще причин бесплодия множество, их много. Нет какой-то конкретной причины, которая приводит, если говорить о бесплодии, нет какой-то конкретной причины, которая приводит к бесплодию. Это может коснуться как женщин в раннем репродуктивном возрасте, то есть там в возрасте до 35 лет, так и женщин в возрасте старше 35 лет. Поэтому нет, к сожалению. А мужчины? Мужчины в том числе. На сегодняшний день, вообще, если говорить о мужском бесплодии, если раньше мужское бесплодие занимало около 30%, то на сегодняшний день статистика выровнялась, это 50% женского и 50% мужского бесплодия. Вот, поэтому как раз вот благодаря вот этой регулярной диспансеризации мы можем выявить, в том числе у мужчины, изменения в репродуктивной системе и сможем раньше начать лечение и получить успех. Есть состояние у мужчин, просто мужчин очень сложно вообще заставить обследоваться, буду говорить так, очень сложно, поэтому мужчина же, пока его напрямую это не коснется, он и не пойдет обследоваться, поэтому благодаря женщине он начинает уже обследоваться и проходить, соблюдать рекомендации врача. Поэтому у мужчин есть состояния, заболевания, которые успешно поддаются лечению. И если выявить их на ранних этапах и начать вовремя лечение, то репродуктивная функция может восстановиться. Сейчас это успешно лечится и хорошо поддается лечению. Альфия Атлишевна, но вот многие наши телезрители сейчас посмотрят и скажут, ведь есть ЭКО, это же спасательный круг. К сожалению, нет. Вообще программа ЭКО и методы вспомогательных репродуктивных технологий, да, это высокоэффективный метод лечения бесплодия, но, к сожалению, стопроцентной гарантии наступления беременности этот метод не дает. ЭКО проводится строго по медицинским показаниям. Когда мы имеем показания, тогда супружеской пары, тогда пациентка из супружеской пары берется в программу ЭКО. Но, опять же, успех программы ЭКО тоже зависит от многих факторов, и одним из ключевых факторов является, к примеру, возраст. Если мы имеем возраст супружеской пары до 35 лет, результативность программы ЭКО составляет в среднем 30-35%. Если возраст супружеской пары 35 лет и старше, результативность программы ЭКО снижается, в среднем это 20-30%. И когда мы имеем возраст супружеской пары 40 лет и старше, результативность программы ЭКО, если брать мировую статистику, составляет около 12%. Но ведь есть такая тема, как отложенное материнство. Сейчас это очень актуально. Очень многие мамы, девушки занимаются карьерой и другими своими вопросами, складируя клетки.
Да, совершенно верно. Слава богу, есть такие методы. Программы отложенного материнства, программы по сохранению фертильности. Но эти программы тоже нужно проводить вовремя. Женщина вообще рождается с определенным количеством фолликулов и определенным количеством яйцеклеток. И оптимальная фертильность считается, это возраст 20-30 лет, когда женщина способна к активному зачатию и рождению детишек. Явно выраженные признаки, первые признаки угасания яичников появляются у женщин в возрасте 27 лет, уже явно выраженные мы видим в возрасте 35 лет и старше, когда идет угасание репродуктивной функции женщины и уменьшается не только количество, запас фолликулов, запас яйцеклеток, но и нарушается качество яйцеклеток, на которые, к сожалению, мы повлиять уже не можем. Это физиология женщины, так заложено природой. Поэтому такие программы есть. Если по каким-то причинам женщина не может планировать беременность на данный момент, есть какие-то медицинские показания, или она там действительно строит карьеру, то можно заморозить яйцеклетки, их можно хранить неопределенно долго, но желательно делать это в возрасте до 35 лет, когда мы имеем здоровую, качественную яйцеклетку. Альфия Атлишевна, и давайте скажем вот для наших телезрителей, в какой момент, может быть, сейчас очень категорично скажем, но уже нужно бить тревогу и уже заниматься вплотную с этим вопросом и идти к репродуктологу. Да, необходимо обратить внимание, если вы видите, что беременность не наступает при регулярной половой жизни, без средств контрацепции, в течение 1 года у супружеской пары в возрасте до 35 лет и в течение 6 месяцев у супружеской пары в возрасте 35 лет и старше, необходимо обратиться на консультацию, за консультацией к репродуктологу и врачу-андрологу. Альфия Атлишевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо. Я понимаю, что мы с вами не так много рассказали и далеко не все, но мы все-таки обозначили именно те моменты, на которые сегодня стоит обратить внимание молодым людям, для тех, кто мечтает стать родителем. Спасибо огромное. Спасибо большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.